Erotger anallah Birkin atuarager unghullah Wala baraksan
Это группа «Добун». Руководитель Марина Сокольникова. Ите ханалар жомутугар хергебитигер үгүрү-сүгүрү бу керекехеннен хасбиддигитигер эгерде болдун. Добрый вечер, уважаемые друзья и наши уважаемые зрители. Мы рады приветствовать вас на втором благотворительном концерте волонтеров общественного движения «Добровольцы» под названием «Своих не бросаем». «Своих не бросаем» – всего лишь 3 слова, но в них всей истории вечная суть. «Своих не бросаем» – так было и будет. Душа наша с Богом, победа близка. Сегодняшний концерт будем вести мы. Знакомьтесь, Олег Колесов, директор дирекции эфирного вещания национальной вещательной компании «Саха», военный корреспондент и волонтер. И Дарья Анкехова, ведущая программ НВК «Саха» и волонтер. Особенность сегодняшнего концерта в том, что все участники данного проекта активные волонтеры общественного объединения «Доброволец». Многие из них никогда не выступали на большой сцене, поэтому, дорогие наши зрители, просим поддержать бурными аплодисментами всех участников волонтеров. Общественное волонтерское движение «Добровольцы» Республики Саха-Якутия образовано 20 мая 2023 года в целях поддержки наших земляков, бойцов, участников специальной военной операции. Организаторами и руководителями являются Светлана Архипченко и Галина Васильева. И если в начале своей деятельности волонтеры занимались только лишь плетением маскировочных сетей, сегодня они осуществляют сбор денежных средств для приобретения одежды, медикаментов, технических средств. То есть сегодня их фронт работы расширен. Сейчас в объединении более 50 филиалов на базе различных городах Белгород, Новосибирск, которые объединяют более 1000 волонтеров. Мы благодарим всех, кто пришел сегодня на наш концерт, ведь именно на все средства, вырученные от концерта, будут приобретаться материалы для маскировочных сетей, для гуманитарной помощи всем бойцам специальной военной операции. Уважаемые друзья, разрешите пригласить на сцену руководителя общественного движения «Добровольцы» Светлану Архипченко. Уважаемые гости, дорогие наши волонтеры, от всего сердца приветствую вас на нашем втором благотворительном концерте. Сегодня мы собрались здесь не просто как зрители, а как одна большая неравнодушная семья, объединившим стремление помочь нашим ребятам, которые находятся в данный момент на СВО. Я с гордостью 3-й год представляю волонтерское движение «Добровольцы». Каждый из нас, кто сегодня здесь вкладывает частичку своей души и времени в то, чтобы сделать мир вокруг чуточку лучше. И сегодня, благодаря вам, мы сможем сделать еще один важный шаг. Благодаря благотворительному концерту мы собираем гуманитарную помощь нашим ребятам. Всем партнерам и спонсорам, чьей помощи этот концерт состоялся бы, пусть этот вечер станет для вас источником вдохновения, напоминания о том, что вместе мы свернем горы. Давайте насладимся музыкой и поможем нашим ребятам. Спасибо большое нашим руководителям. Еще раз давайте бурными аплодисментами поблагодарим за их большое сердце, которые организовали именно одно из самых больших волонтерских объединений и сплотили воедино большую армию волонтеров нашей республики. И мы начинаем первый блок концерта «Сыны Отчизны. Наши сыновья». Волонтерство в добровольцах превратилось в массовое движение в республике, ставшее по-настоящему важным социальным движением. Бывает, особенно перед отправкой гуманитарного груза, волонтеры работают и в ночную смену. А бывает и так, что они остаются в штабе и укомплектовывают посылки аж до самого утра. И сегодня мы говорим слова искренней благодарности всем неравнодушным, бескорыстным и отзывчивым волонтерам объединения «Добровольцы». Спасибо вам большое. Давайте еще раз бурными аплодисментами поблагодарим. И наш концерт открыла этногруппа «Добун». Продолжает с танцем «Алгыс» волонтеры Социального фонда России по Республике Саха-Якутия.
Волонтеры социального фонда России по республике Саха-Якутия. Волонтеры, которые поддерживают наших защитников день за днем, делают невероятно важное дело. Просто берут и делают доброе и светлое дело, и этим вдохновляют всех нас. Филиалы, организованные в Улусах, одни из самых активных волонтеров-добровольцев. Несмотря на дальнее расстояние, они сплотились для решения общей задачи. Филиал в селе Тополиное Тампонского района образовался в 2023 году. Филиал расположен на расстоянии 722 километров от города Якутска. Также активное участие принимают все предприятия наследия. Это сборы денежных средств до транспортировки материалов для плетения и готовых маскировочных сетей. С начала волонтерской деятельности сплетено и отправлено 89 сетей. Это примерно 1335 квадратных метров. Основной перевозчик ИП «Клышейка». Работу филиала курирует Елена Гаврилевна Голикова. И у нас в гостях врач участковой больницы село Тополиное Наталья Валаресо. Сплоченный коллектив участковой больницы помог в приобретении запчастей на автомашину «Урал», средств связи, антидрованных покрывал, БПЛА, автомобиля УАЗ «Патриот», бронежилета, шлема, военной экипировки, якутского ножа и продуктов питания. Давайте еще раз бурными аплодисментами поблагодарим наших волонтеров. «Бяньму, моя мама» на слова и мелодии Александра Погадаева исполняет Наталья Валареса, село Тополиное Тампонского района. Гонтим хон таки этемома, кудяния яврими, тех до багёнити кудяями, тех дёнити бихайму хонгала, тех до багёнити тех дёнеди бихайму хонгала. Юрка вини в дом на дубисис, вергетникен, галенникен муту, нелке бекет куначака. Грани
ватам. Хинерин хнямси ханивус. Хоксичину аяврам домчира. İçindegumi elmu alaçi Haksичину аяврам домчира İçindegumi elmu alaçi Figöntim huntaki etemoma Kudjani Мы уже говорили о работе волонтеров село Тополино, и сегодня в нашем зале присутствует Елена Гавриловна Голикова. Это куратор всех волонтеров села Тополино. Эти аплодисменты специально для вас. Елена Гавриловна, спасибо вам за вашу работу, за то, что объединяете людей и помогаете тем, кому сегодня это необходимо. Вам огромнейший привет и низкий поклон. Спасибо. Народный фронт «Все для победы». По-настоящему народный проект, направленный на поддержку бойцов, которые находятся на передовой и выполняют боевые задачи. Молодежка Народного фронта – активные участники в гуманитарной миссии. Волонтеры устраняют последствия обстрелов в приграничных регионах, работают в гуманитарных штабах и опорных пунктах. Ну а сейчас на сцене выступят артисты Государственного театра коренных малочисленных народов Севера с композицией «Радость танца».
артисты Государственного театра коренных малочисленных народов Севера. 2025 год, год 80-летия Великой Победы, президентом объявлен Годом защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах наших предков. Это решение является данью памяти героям всех поколений. История семьи нашего волонтера Виктории Викторовны Поповой – это пример силы духа, преемственности поколений и настоящей семьи. В 2022 году ее супруг, ветеран МВД Валерий Егорович Попов, несмотря на возраст, подписал контракт и встал на защиту Родины. Сейчас ему 63 года, и он продолжает сражаться на самом переднем рубеже СВО. В 2023 году старший сын Виктор, идя по стопам отца, принял для себя тоже важное решение. Отец поддержал решение сына. Виктор служил командиром отделения разведгруппы. В декабре 2024 года он получил тяжелое ранение, но прошел долгое лечение. На днях он принял мужественное решение вновь вернуться на передовую. И на днях 17 сентября он уехал в зону специальной военной операции. А младший сын Никита – активный член молодежки Народного фронта. В этом году окончил школу и поступил на юридический факультет Северо-Восточного федерального университета. Уважаемая Виктория Викторовна, мы понимаем, что сегодня вы сами как солдат. Все ваши мысли, конечно же, на фронте. Там, где сражаются самые родные и близкие вам люди. Ваш муж и сын. Низкий вам поклон. Мы желаем вам железной выдержки и самой прочной стали. Давайте поаплодируем этой замечательной семье. И на сцену приглашаем волонтеров Кылахары Кыргыттыра с песней на слова Николая Мутчина «Джур», на мелодию Анатолия Корнилова и «Ем Эппетыллара». На сцене Кылахары Кыргыттыра. И
волонтеры из села Кылахары Алекминского района. Еще раз эти аплодисменты для вас. Все для фронта. Девиз волонтеров. Для солдат они сети плетут. От жестоких, пугающих дронов чью-то жизнь эти сети спасут. А пока объявляются сборы, для защитников нашей страны снова просят помочь волонтеры, потому что бойцам мы нужны. Для вас северный танец в исполнении ансамбля «Кюнь». Танцевальный ансамбль «Кюнь».
Труднодоступное село Дыгдал Аспехского наслега Усть-Алданского улуса находится на левом берегу реки Алдан, в 110 километрах от райцентра. Филиал волонтерского движения добровольцев в Дыгдале начал работу с 2023 года. Руководитель Лена Михайловна Свешникова. Волонтеров более 20 человек. В школе плетут классные коллективы. В начале года научили плести сети и маленьких воспитанников детского сада. Сплетено 239 сетей, общей площадью 3181 квадратный метр. На сцене волонтер села Дыгдал Усть-Алданского улуса Лилия Румянцева. Лилия Румянцева, волонтер села Дыгдал Усть-Алданского улуса. Профессиональная швея и закройщица Вера Анатольевна Третьякова возглавляет швейный цех жатайского филиала движения добровольцы. Сейчас наши швеи шьют не только солдатское обмундирование, но и научились изготавливать антидроновые одеяла. Дорогая Вера Анатольевна, дорогие наши швеи, спасибо вам большое за мастерство, доброту и золотые руки. Вы дарите нашим защитникам невидимый щит, шанс на спасение, возможность укрыть технику и, самое главное, жизни.
Государственный театр коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Марина Евгеньевна Герман, руководитель якутского отделения Социального фонда России. В июне 2023 года увидела объявление, что требуются волонтеры для плетения маскировочных сетей. Позвала с собой коллег Григория Байскорова, Викторию Кузьмину и Намину Винокурову. Вместе пришли в штаб добровольцев и стали учиться плести сети. С осени организовали плетение и на рабочем месте. Сейчас волонтеры плетут в 4 зданиях фонда. Супруг Марины Евгеньевны, Константин Стручков, был призван по мобилизации, и до сего дня он находится на передовой. Поэтому ей очень близка тема СВО. Теперь все ее мысли, вся жизнь посвящена оказанию помощи и поддержки воинам, делу приближения победы. Она постоянно жертвует свои личные деньги на нужды бойцов и сборы штаба добровольцев. На сегодня эта сумма составляет более 2 миллионов рублей. Марина Герман своим примером вдохновляет всех коллег.
Волонтерство в отделении социального фонда набирает силу и для многих становится жизненным кредом. Это филиал, который на сегодня является одним из самых активных с многочисленным составом волонтеров. Марина Герман. Давайте еще раз бурными аплодисментами поблагодарим. И на сцене с песней «Тапталаря» «Только любовь» на слова Алексея Татаринова-Джурхай и музыку Егора Ощепкова поют члены молодежного совета волонтерского объединения «Добровольцы» отделения Социального фонда России по республике Саха-Якутия. Члены молодежного совета волонтерского объединения «Добровольцы» отделения Социального фонда России по республике Саха-Якутия. Но согласитесь, здорово, да, когда вот люди, совершенно непрофессиональные артисты, просто объединяются в небольшой коллектив, выбирают какую-то композицию, очень долго, наверное, скорее всего, изучают, да, готовятся, а потом вот так дружно, весело вместе выходят на сцену. И ты знаешь, и даже не понять, что это непрофессиональные артисты, да? Ну, потому что... Главная душа поет. Главная душа поет, все верно.
Ну а мы начинаем второй блок нашей концертной программы. Помните, через века, через года. И сегодня мы вновь вспоминаем ту войну, но не для того, чтобы ненавидеть тех, кто принес на нашу землю смерть и страдания, а чтобы помнить всегда тех, кто сделал все, чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться и плакать, радоваться и огорчаться, работать, да и просто-напросто жить. Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. К таким событиям относится победа советского народа в Великой Отечественной войне. Помните, через века, через года помните. А тех, кто уже не придет никогда, помните. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. На сцене ансамбль бального танца «Кере Эйге», руководитель Мария Соловьева. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня образ твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них, родных, желанных, любимых, таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. За них, родных.
Ансамбль бального танца «Кере Эйге», руководитель Мария Соловьева. Сегодня, 19 сентября, день скорби, посвященный памяти переселенцев в годы Великой Отечественной войны. По всей Якутии прошла широкая трудовая мобилизация по добыче рыбы. Только в 1942 году в республике было мобилизовано на добычу рыбы 7732 человека. Организованы 14 рыбзаводов. 11 августа 1942 года вышло постановление Бюро Якутского обкома о переселении 41 колхоза Чоропчинского района в северные районы для организации рыбодобычи. С огромным желанием помочь своим землякам в марте 24 года Ксения Иннокентьевна Петрова из села Хаяхсыт Чоропчинского улуса открыла филиал добровольцев под названием «Айтик». Волонтерами филиала СВО сплетено более 200 маскировочных сетей. На сцене волонтер села Хаяхсыт Чоропчинского улуса Анна Паисеева.
Анна Паисеева, волонтер села Хаяксыт Чурапчинского улуса. Победа в Великой Отечественной войне была достигнута благодаря небывалому в истории войн героизму солдат и офицеров на фронте, трудовому подвигу стариков, женщин и подростков в тылу, крепкой дружбе и братству народов, ставших грудью на защиту Отечества. Слова и мелодия Булата Ахуджавы, перевод Валентины Комиссаровой Кюлюмюре, ОНУС батальон, 10-й батальон. На сцене хор волонтеров объединения «Добровольцы» отделения Социального фонда России по республике Саха-Якутия. Руководитель Марина Герман. Хор отделения Социального фонда России по республике Саха-Якутия. От той войны всегда считать нам даты. Превыше этой нет в России дат. Добытая победа в 45-м ценой огромной мужества солдат. Их имена вовеки будут святы. Российской силы духа имена. Да здравствует победа в 45-м! Да здравствует великая страна! На сцене народный хореографический коллектив «Эдельвейс» ДК «Маяк» городского округа Жатай. Руководитель Лена
Иванова. Матросский танец «Яблочко». Под ваши бурные аплодисменты. Народный хореографический коллектив «Эдельвейс» ДК «Маяк» городского округа Жатай. Так случилось, что над нашей отчизной вновь сгущаются тучи зла, ненависти и коварства врагов. Сегодняшнее поколение наших соотечественников, как и в былые времена, достойно отстаивают рубежи страны. Они сегодня там, на передовой, где решается судьба нашей Родины. Давайте почтим светлую память всех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне, и тех, кто сегодня отдает жизнь за нашу Родину. Давайте все минуту помолчим, помянем с болью тех, кто не вернулся, кто в полный рост, а пулемет споткнулся, идя в атаку сквозь огонь и дым. Давайте все минуту помолчим, пусть слезы навернутся на ресницы, и тех, кого ничем не воскресим. Давайте все минуту помолчим. Мы жизнью им обязаны на свете, и сами мы, и даже наши дети, их подвиг не забыт, не повторим. Давайте все минуту помолчим. Спасибо. Бойцы специальной военной операции очень нуждаются в поддержке тыла.
Жатайские волонтеры тоже одни из самых активных волонтеров-добровольцев. Плетение сетей для нас значит много. Пожалуй, самое главное – это защитить наших бойцов от вражеских глаз, от дронов, говорят жатайские общественницы. Заплетая каждую ленточку, волонтеры Жатая молятся. Кто-то думает о том, чтобы их сеточки скрыли, уберегли ребят от злых глаз, вплетают тепло своих рук и сердца. Встречаем на сцене Юлия Анчурова, волонтер городского округа Жатай с композицией «Россия – это мы». Я когда-то давно себя спросила, что она для меня страна Россия. И спустя много лет отвечаю, я знаю, для меня ты всегда, ты одна, ты родная. Миллионы нас, новый день начиная. Кто ты, врач, спасатель, учитель, строитель? Себя даешь, и ты знаешь, что она за тебя, что одна, что родная. Россия — это мы, это ты и я. Россия — наша гордость, твоя и моя. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. От славянских племен до великой России, через множество войн самых лучших теряя. На дороге ни с чем не сравнима, потому что характер ты одна, потому что такая. Необъятные просторы и земли богаты, век за веком ты щедро рождаешь таланты. И сейчас, если б я себя спросила, твоя главная сила — это люди. Россия, Россия — это мы, это ты и я. Россия — наша гордость, твоя и моя. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Россия была, Россия есть, Россия будет. Россией зовется общий наш дом. Пусть будет уютно каждому в нем. Любые мы трудности вместе осилим, и только в единстве сила России. Все мы, оставшиеся в тылу, как и наши предки в час испытаний, должны быть едины, должны поддерживать, помогать всем, чем только можно. По-другому нельзя. Мы не вправе оставаться в стороне. Слово «мы» сильнее, чем я. Мы семья, и мы друзья. Мы народ.
и мы едины. Вместе мы непобедимы. На сцене ансамбль «Күн». Akşama duyarım Dediğime hal olsun Ayanlar yerin Ciğerlerin zipsidin Ayan sol ipire Hukuya hürer O karda ayağa Tabayını taksaman O costa sürdükten Doyduğunu görüyorum Что бабушка поранен, ты тоже вишивана. Вот это то люблю Ивана, что головушка кудрява, а бородушка кучерява, кудрявица до лица. Люблю Ваню молодца, кудрявица до лица. Люблю Ваню молодца, Ванюшка, Ванюшка, спокойно, не показывай. Ваши аплодисменты, танцевальный ансамбль «Күн». Национальная вещательная компания «Саха» с 2023 года входит в состав республиканского волонтерского движения «Добровольцы» и является его 18-м филиалом. Основными волонтерами являются работники отдела выпуска программной службы НВК «Саха». Благодаря их неустанному труду на данный момент сплетено 162 маскировочных сетей различного предназначения. Собрано и отправлено в зону боевых действий именные посылки, в том числе и коллегам, которые по зову сердца уехали защищать Родину. Ты плети, плети, рука, а я буду петь. Чтоб укрыла, сберегла парня моя сеть от чужих и злобных глаз, от старух с косой. Ты, петелечка, зигзаг, сбереги и скрой. Ты, веревочка, крепись, если ветер рвет. Под тобой, мальчишек, жизнь, кто их там спасет? Ты плети, плети, рука, а мы будем петь, как укроет от врага обережья сеть и накроет их крылом, как ладонью мать, и согреет их теплом, разрешив поспать. И как верим, что смогли отвести беду, что защитники страны все
волонтеры национальной вещательной компании «Саха». Слово предоставляется сопредседателю регионального штаба Народного фронта в Республике Саха-Якутия Валерию Алексеевичу Лютому. Друзья, разрешите поблагодарить вас, что сегодня вы пришли на этот концерт. Все сидящие в зале, выступающие на сцене, это люди России, которым мы сильны. Мы сильны действительно людьми. И вот, когда у нас трудные времена наступают, наш многонациональный народ России вот так, как единый кулак, собирается. И сейчас именно в такое время, и вот я безмерно благодарен, хочу от ветеранов, от лица ветерана, как председатель ветеранов афганцев, ветеранов боевых действий, я хочу поблагодарить вас, неравнодушных людей, всех общественников, просто люди. У нас Якутия, как никто, помогает нашим воинам, нашим бойцам. А воины наши, они прославили нашу Якутию. Я был в госпиталях, я знаю, как подходили ко мне бойцы из других регионов и какие теплые слова рассказывали о наших воинах якутян. Гордость берет. Конечно же, мы все ждем победу. Она неизбежно будет. Какой ценой, мы не знаем. Но все мы понимаем, что вот ваш вклад, всех наш вклад, потому что я тоже отношусь к Народному фронту, а Народный фронт — это объединение большое, всероссийское. Вы думаете, только в цифры президента назвал. 55 миллиардов мы собрали с вами. Почему я говорю «мы с вами»? Потому что это народные деньги. Вот 55 миллиардов, тысячи автомобилей были поставлены на фронт. Я говорю фронт и не ошибаюсь, потому что фронт там и фронт здесь всегда была. Побеждать можно только тогда, когда у тебя воин крепкий, там надежный и тыл крепкий. Вот спасибо вам, всем волонтерам, за крепкий тыл. Слова благодарности мы говорим сегодня семье Станислава Надыршина и Галины Васильевой, а также Светлане Войтенко за постоянную финансовую поддержку, Амосовой Александре Васильевне за ее беспокойное, доброе сердце и за сбор лекарственных трав. Также огромное спасибо говорим женсовету из села Мандыгай Чурапчинского Улуса. А лично говорим спасибо руководителю Марии Андреевне Дичковской за изготовление наборов для бойцов и за сбор лекарственных трав, а также за изготовление оберегов. Также слова благодарности выражаем компании «Саха Кран-сервис», генеральному директору Егору Васильевичу Таллаеву за помощь в восстановлении и ремонте автомашин. Лично выражаем благодарность Николаю Афанасьевичу Александрову за помощь в приобретении запчастей для автомашины. И еще одна благодарность Ивану Владимировичу Прокопьеву из села Тербязь Белюйского Улуса, который с 2023 года шьет качественные камуфляжи и шевроны для бойцов СВО. От себя лично тоже я хочу поблагодарить, потому что меня тоже вот один раз спас ваши масс-сети. Спасибо вам большое. Действительно, на фронте помощь от тыла, конечно, помогает и укрепляет дух наших бойцов, наших земляков. Я уже 4 раза был там в качестве военного корреспондента и отнес ваши гуманитарные помощи. И в штабе общественного волонтерского движения «Добровольцы» уже образовался свой дружный, сплоченный коллектив. У нас есть свой логотип, свой гимн, уже своя история. Днем признания гимна волонтеров движения «Добровольцы» является 11 мая. В тот день волонтер Ирина Спиридонова нашла в интернете ролик песни «Я волонтер» и отправила в общую группу. Песня понравилась всем. Ее текст точно выражает чувства волонтеров, а смысл несет информацию о важных ценностях. Волонтер из Народного фронта Анастасия связалась с автором песни. Его зовут Сергей Запинчук из Алтайского края. Оказалось, песня была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта, а не исполнена в традиционном нами понимании. Сергей был рад, что выбор пал на его песню и с радостью разрешил ее исполнить.
И 12 июня, в День России, на площади Республики в исполнении добровольцев состоялась премьера гимна. Зрители горячо поддержали песню, она вызвала сильную эмоциональную реакцию. Итак, внимание, гимн волонтеров. Один за всех и все за одного. Такой простой закон для СВО. Бойцы воюют жизни не щадя, чтоб мирным небо было у меня. Смотрю на солнце, воздухом дыша, под мирным небом, но болит душа. А как же там десантник и сапер? Плетая сеть, вздохнул наш волонтер. Я волонтер, и этим я горжусь. Я волонтер, для армии тружусь. Болит душа за всех бойцов страны. Поддержка наша, армии нужны. Собрав по точкам помощь, штаб несу. И знаю многих, я бойцов спасу. Гуманитарный грузим наш конвой. Ты знай, солдат, страна, народ с тобой. Нам попрошайки кричат сгоряча, а мы для фронта все не для себя. Мы не в обиде, нам не до того. Бойцы там помощь ждут на СВО. Работая днем, даже ночью порой, ведем мы в тылу незримый свой бой. Собрали тушенку и леший готов. Накормим оденем мы наших бойцов. Я волонтер, и этим я горжусь. Я волонтер, для армии тружусь. Болит душа за всех бойцов страны. Поддержка наша, армии нужны. Собрав по точкам помощь, штаб несу. И знаю многих, я бойцов спасу. Гуманитарный грузим наш конвой. Ты знай, солдат, страна, народ с тобой. Ты хочешь сказать, это не для тебя, что времени нет, денег нет ни копья. Откроем тебе сейчас тайну свою. Мы тоже все люди, имеем семью. Работаем днем, ночью сети плетем. И даже, наверное, чуть-чуть устаем. Не видим детей, не тусим в кабаках. Судьба ведь страны сейчас в наших руках. Я волонтер, и этим я горжусь. Я волонтер, для армии тружусь. Болит душа за всех бойцов страны. Поддержка наша, армии нужны. Собрав по точкам помощь, штаб несу. И знаю многих, я бойцов спасу. Гуманитарный грузим наш конвой. Ты знай, солдат, страна, народ с тобой. Я волонтер, и этим я горжусь. Я волонтер, для армии тружусь. Болит душа за всех бойцов страны. Поддержка наша, армии нужны. Собрав по точкам помощь, штаб несу. И знаю многих, я бойцов спасу. Гуманитарный грузим наш конвой. Ты знай, солдат, страна, народ с тобой. Внимание на экран. Мы воины из Республики Саха-Якутия, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине, хотим выразить благодарность нашим друзьям, которые неоднократно нам помогают. Вот и сегодня, 11 сентября 2025 года, мы получили очередную партию гуманитарной помощи от волонтерского движения «Доброволец», руководитель Архипченко Светлана Ильинична. И хотим выразить поддержку. Будучи в отпуске, смотрели в первую часть концерта участников и волонтеров движения «Доброволец». Очень было волнительно смотреть на концерт, и было приятно, что действительно нам помогают такие открытые люди, добрые, отзывчивые, патриоты своей Родины. Огромное спасибо! Когда мы едины, мы непобедимы. Вместе мы сила. Победа будет за нами. До скорой встречи. Хотел бы сказать от лица взвода ППЛА 114-го полка
Огромное спасибо Светлане за предоставление сетки против дронов и новогодних подарков, которые греют душу своим теплом. Спасибо большое, победа будет за нами, враг будет разбит. Уважаемые добровольцы Якутска, большую часть ваших лекарств мы уже отправили на передовую, на полигоны. И хочу сказать, что вы очень угадали удачно с подбором лекарств, как раз те, что нам самые нужны. Огромное вам спасибо. Выражаю благодарность волонтерскому движению «Добровольцы» за оказанную помощь, за сети, лекарства, сладости и одежду. Благодарим Светлану, руководителя волонтерского движения, и всех волонтеров. И самое главное... Победа будет за нами! Всех приветствую! С вами боец 77-го отдельного разведывательного батальона позывной «Юга». В этот прекрасный день я бы хотел от всего сердца, прям от всей души, поблагодарить нашу республику, Илдархана, а также Народный фронт за высококачественную поддержку, помощь. В тех условиях, в которых мы живем, ваша помощь нам прям, как сказать, выручает. Вот. Благодаря вам наша победа становится все ближе и ближе. Военнослужащие 14-й гвардейской отдельной бригады специального назначения благодарим руководителя волонтерского движения Архипченко Светлану и волонтерский коллектив. Выражаем благодарность за оказанную гуманитарную помощь. Благодарим вас за неоценимый и такой необходимый труд. И простое солдатское вам спасибо. От всего личного состава огромные слова благодарности. Победа будет за нами. От всей души благодарю за такую вот помощь, поддержку. И победа будет за нами. Слава России! Выражаю особую благодарность учреждению Якутнетра, город Якутск, особенно Светлану Войтенко за то, что они предоставили нам гуманитарную помощь в виде этих комплектов лазертага для обучения наших солдат, которые находятся на СВО. Спасибо, благодарим, победа будет за нами. Добровольцы, волонтердарыгар, улаха мақтал дердебит, эхигемес көрөшіне сеткаларгар бейхеқа абырылар, қақалылар. Бейхи тұспытығар сүйрі көті үлелі қамсы сылжаргыт бейхи санабыдың көтіғар. Көйі бейхені болуға. Сламныр алама күн болуқтың күнді маны сахам серин донын олақтоқтыры. Здравствуйте, уважаемые земляки! От имени группы эвакуации 40-й гвардейской бригады морской пехоты приносим вам огромную благодарность за ваши труды и усилия, за оказанную гуманитарную помощь и за организацию благотворительного концерта в поддержку воинов Саха-Якутян. Ваша помощь еще раз доказывает, что мы на этой войне не одни. С вашей помощью наша группа успешно и бесперебойно выполняет поставленную нам боевую задачу. Ваша поддержка и вера в нас укрепляет наш боевой дух и чувство силы родной земли. Также выражаем благодарность за активное участие в проведении гуманитарной помощи коллектив СФР по Республике Саха и руководителя Герман Марину Евгеньевну и Викторию Егоровну, а также коллектив волонтерского движения Республики Саха «Добровольцы», руководителя Архипченко Светлану Ильичну. Благодаря всех вас мы приближаем победу. Победа будет за нами. Уруй! Айкал! Уруй!
Айхал! Уруй! Айхал! 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 Дорогие земляки, Россия всегда была за мир. Мы сильный народ, и нами сильна Россия. И поэтому мы уверены, что мы победим. Дорогие друзья, уважаемые зрители, мы благодарим вас за поддержку второго благотворительного концерта «Своих не бросаем». Мы за Россию, мы за победу, мы своих не бросаем. Всем спасибо. И еще раз отдельно огромнейшая благодарность всем нашим дорогим волонтерам республики.